Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Президент Абхазии Аслан Бжани рассказал о ключевых темах состоявшихся переговоров с лидером России Владимиром Путиным. В Абхазию доставлены 2 вида вакцины от гриппа для детей и взрослых. В Горской средней школе переданы в дар мобильные лабораторные комплексы по физике, биологии и компьютеру. Президент Аслан Бжани провел заседание Совета Безопасности. Как сообщает пресс-служба главы государства, члены Совбеза обсудили вопросы внутренней и внешней политики. Президент Абхазии Аслан Бжани дал высокую оценку состоявшимся переговорам с лидером России Владимиром Путиным. Аслан Бжани рассказал о ключевых темах, которые были затронуты в рамках встречи, и подчеркнул, что реализация намеченных планов, о которых шла речь, не только укрепит государственность Абхазии, но и будет способствовать решению социальных проблем. Встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным прошла в доверительной и дружеской обстановке. Так начал свой брифинг глава государства Аслан Бжани. Президент отметил, что Путин поздравил народ Абхазии с 30-летием Победы и 15-летием признания независимости Российской Федерации. Пользуясь случаем, Аслан Бжани выразил благодарность всем, кто был причастен к организации и проведению праздничных мероприятий. Хочу сказать огромное спасибо ветеранам, участникам этих торжеств. По подсчетам специалистов, на этих мероприятиях приняли участие около 20 тысяч наших граждан. Это свидетельствует о том, что люди высоко ценят тот путь, который прошла Абхазия. Люди хотят мира. Хотел бы особо отметить торжества, которые прошли в этот день, и реакция наших граждан на военную технику, на военный парад. Это свидетельствует о единстве народа и армии, что является успехом безопасности нашего государства. Ко всем вопросам, которые были подняты на встрече, Владимир Путин отнесся очень внимательно и положительно, обещая всестороннюю поддержку, добавил президент Абхазии. Мы испытываем определенные сложности, связанные с энергообеспечением. В этом плане будет продолжена та помощь, которая оказывается. Мы обсуждали вопрос, связанный с газификацией Республики Абхазия и последующее строительство станции на газе по выработке электроэнергии. Эта идея тоже была поддержана президентом России Путиным. Он даст соответствующее поручение. Также мы просили оказать поддержку в плане капитального ремонта и строительства нового моста через реку Гумиста. В этом вопросе тоже будет поддержка Российской Федерации. Также мы ставили вопрос о необходимости капитального ремонта и строительства дороги военно-сухумской, это Кудорского ущелья. И в этом вопросе мы тоже встретили понимание со стороны президента Российской Федерации. Обсуждался ряд вопросов, связанных с обеспечением военной безопасности. В этом плане мы имеем все основания рассчитывать на поддержку Российской Федерации, отметил Аслан Бжани. Говорили также об интеграционных процессах, которые инициирует Российская Федерация, об участии Абхазии в этих процессах, о возможной перспективе участия нашей республики в союзном государстве. Мы говорили о необходимости и положительном эффекте от российских инвестиций. Этот вопрос тоже мы обсуждали. И ряд других вопросов, которые обеспечат совершенно другой уровень жизни для наших граждан. Совершенно другая экономика. Экономика, которая позволит нам вместе с вами решить все вопросы. Экономика, которая обеспечит устойчивое развитие для наших поколений, для детей, которые сегодня родились или еще не родились. Подводя итоги, глава государства дал высокую оценку состоявшимся переговорам. Он подчеркнул, что реализация намеченных планов, о которых шла речь на встрече, не только укрепит государственность Абхазии, но и будет способствовать решению социальных проблем. Сария Кварцхеля, Тимур Гогохия, Рамо Камкия, Абхазское телевидение.
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб и замминистра финансов России Алексей Сазонов, находящийся в республике с рабочим визитом, обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. В частности, обсуждался проект абхазо-российского межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращению уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. Во встрече участвовал и вице-премьер-министр финансов Владимир Делба. Алексей Сазонов высоко оценил взаимодействие финансовых ведомств двух стран, отметив при этом, что стороны работают над совершенствованием совместной работы. Об этом сообщает пресс-служба правительства. 6 октября исполнился 31 год со дня освобождения Гагры и Гагрского района от войск Госсовета Грузии в период Отечественной войны народа Абхазии. Наступательная операция по освобождению Гагрского района началась рано утром 2 октября 1992 года. В этот же вечер в 19 часов 30 минут город был полностью освобожден от врага. Под Гагрой были разгромлены отборные грузинские батальоны. 6 октября в 6 часов 40 минут государственный флаг Абхазии уже развивался на российско-абхазской государственной границе по реке Псоу. Гагрский район был оккупирован войсками Грузии 48 дней и ночей. Но именно Гагрская победа оказалась первой в ходе Отечественной войны народа Абхазии. В Министерстве обороны подвели итоги за сентябрь. Под руководством министра Владимира Ануа прошло совещание с участием его заместителей, начальников управления, отделов и служб, командиров воинских частей и подразделений. Репортаж Шазины Ханагуа. Совещание по подведению итогов было начато с минуты молчания. Участники почтили память выпускников военного колледжа сирийского города Хомсе, где в результате атаки террористов во время церемонии выпуска курсантов погибли более 80 человек. Далее заместитель министра обороны, статс-секретарь Давид Бжаня подвел итоги праздничных мероприятий, посвященных 30-летию Победы. В этом году парадный расчет вооруженных сил Абхазии и дружественных стран прошел по площади Свободы в 6-й раз. Подводя итоги проведенных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы, хочу отметить основные, среди которых подготовка к параду, которую мы начали с июня месяца, генеральная репетиция, торжественное собрание, проведенное министром обороны в Абхазской государственной филармонии 28 сентября, куда были приглашены все участники парада, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, ветераны вооруженных сил. Кроме того, торжественное собрание в актовом зале Министерства обороны, которое проведено было 29 сентября, где были приглашены также ветераны, добровольцы из Республики Южная Осетия, а также офицеры малого ракетного корабля «Циклон» Черноморского флота Российской Федерации. Корабль, который позже посетил лично главнокомандующий вооруженными силами. Парад Победы начался с прохождения колонн ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, добровольцев во главе с действующими командирами бригады резерва, полковниками Амирана Цвинаря, Романа Рабая и Гарри Зухба, которые с гордостью несли знамена Восточного и Гумстинского фронтов. Впервые в параде приняла участие рота почетного караула малого ракетного корабля «Циклон» Черноморского флота, который прибыл в порт города Сухум в целях укрепления дружественных связей между Абхазией и Россией. Также впервые были представлены беспилотные летательные аппараты из состава эскадрильи авиационной группы «Новое подразделение вооруженных сил Абхазии», созданное по личному распоряжению главнокомандующего Аслана Бжаня. Оно предназначено для решения широкого спектра задач в современном бою. Далее гаубичная батарея Д-30, батарея ЗУ-23-2, противотанковая батарея Д-44. Дивизион реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», командно-штабные машины. Бронетехника была представлена расчетами боевых машин пехоты БМП-1, БМП-2. И завершили движение бронетехники наши танки Т-55. Затем в небе над площадью пролетели вертолеты Ми-24, 2 вертолета Ми-8, вертолет Ми-2, новый вертолет «Еврокоптер», а за ними разукрасили небо в цвета нашего флага звено самолетов Л-39.
Заместитель министра обороны, статс-секретарь Давид Бжаня поблагодарил всех, кто внес вклад в подготовку, организацию и проведение мероприятий ко Дню Победы. Далее перешли к официальной части. Подвели итоги работы военного ведомства за сентябрь. Шазина Ханагуа, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. Министр внутренних дел Роберт Киут встретился с делегацией МВД России. Обсуждались вопросы борьбы с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков. Подробности в материале пресс-службы ведомства. Министр внутренних дел генерал-майор милиции Роберт Киут провел встречу с делегацией Управления по борьбе с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков, синтетического происхождения и прекурсоров Главного управления наркоконтроля Управления международного сотрудничества МВД России. Во встрече с абхазской стороны также приняли участие первый заместитель министра Руслан Ажиба, главный советник министра Инал Маршани. Российскую делегацию возглавил начальник управления Александр Пономаренко. Также участвовали представители Управления международного сотрудничества и Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, а также представитель МВД России в Абхазии Сергей Галенков. Открывая встречу, министр Роберт Киут подчеркнул, что наркомания представляет прямую и явную угрозу здоровью не только отдельной личности, но и общества в целом. Сегодня ситуация, связанная с незаконным оборотом наркотиков в стране, она находится на актуальной плоскости. Хотели бы, чтобы в этом направлении у нас было более тесное взаимодействие для того, чтобы получить нужные правильные результаты. Это беда, которая охватила, в принципе, всю республику. Масштабы с каждым разом растут. Пытаемся с ним бороться. Хотелось бы, чтобы все вместе мы имели возможность такую задачу решить. И для этого мы уже обсудили ряд направлений, наметили планы действий. Наверное, будут в ближайшее время, да, вот у нас намечено, и, соответственно, как говорится, будут хорошие результаты. Проблема распространения наркомании среди молодежи в Республике Абхазия остается насущной. Как отметил начальник управления ГУНК МВД России Александр Пономаренко, взаимодействие в данной сфере российской и абхазской стороны является одним из ключевых направлений. Мы надеемся, что наш приезд послужит новым стимулом нашей совместной борьбе с такой заразой, как наркотики. Мы пообщались с нашими коллегами, нашли много точек соприкосновения. Теперь все будет зависеть от того, как мы выстроим нашу работу. Я уверен, что результаты не заставят себя ждать. Наркотики – это медленная деградация и смерть. В этом их особая опасность, подчеркнул Роберт Киут. Он также добавил, что наркомания как в Абхазии, так и в мире стремительно молодеет. В рамках взаимодействия нам удастся достичь хорошего результата. Это обязательно, потому что нам это необходимо, от нас требует это общество. Мы хотим вырастить хорошую, правильную молодежь, полезную для нашей страны. К сожалению, великому к этой беде приобщаются молодые люди. С каждым разом все больше и больше. И для того, чтобы этот процесс предотвратить, нам необходима общая консолидация наших сил и средств. По итогам встречи были достигнуты договоренности по повышению эффективности взаимодействия. Также стороны наметили проект комплекса совместных мероприятий. Начальнику управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Республики Абхазия полковнику милиции Астамуру Пачале была вручена медаль «30 лет подразделением по контролю за оборотом наркотиков». Памятными подарками награждены министр Роберт Киут, первый заместитель министра Руслан Ажиба, главный советник министра Инал Маршани. Минздравом Абхазии закуплено 3000 доз вакцины российского производства от сезонного гриппа. Вакцина формирует высокий специфический иммунитет от разных типов вирусов. Вакцинация начнется в ближайшее время. Сделать прививку будет возможно в городских районных поликлиниках. Все детали у Алики Трапш. Уже не первый год Министерство здравоохранения Абхазии заводит из России противогриппозную вакцину от сезонного гриппа. В этом году в республику доставлено 3000 доз вакцины двух видов – Гриппол Плюс и Гриппол Квадривалент. Вакцина Гриппол Плюс предназначена для детей от 6 месяцев до 6 лет и для взрослых от 60 лет и старше. В принципе, им можно прививать и остальные категории населения. Но такое распределение потому, что Гриппол Квадривалент – он как раз идет от 6 лет до 60 лет. Гриппол Квадривалент содержит 4 вирусных штамма.
Гриппол плюс содержит 3 вирусных штамма, то есть он более мягко переносится, и поэтому вот такое распределение по категориям населения. Вакцины Гриппол плюс и Гриппол квадривалент формируют высокий специфический иммунитет от разных типов вирусов. После вакцинации антитела появляются через 14 дней. Иммунитет сохраняется до 12 месяцев, в том числе и у пожилых людей. Вакцинация особенно показана лицам с высоким риском возникновения осложнений в случае заболевания гриппом, часто болеющим ОРЗ, страдающим хроническими соматическими заболеваниями, в том числе болезнями и пороками развития центрально-нервной, сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, бронхиальной астмой, хроническими заболеваниями почек и так далее. На прививку нужно приходить абсолютно здоровым от респираторных заболеваний. То есть не должно быть температуры, не должно быть кашля, не должно быть насморка. У аллергиков не должно быть проявления сезонной аллергии. Кому запрещено? Это людям, имеющим аллергию на куриный белок. Потому что вирусы для производства вакцины выращиваются на куриных эмбрионах. И в вакцине может содержаться какое-то количество куриного белка. Также люди, которые имеют выраженную аллергию либо на много лекарственных средств, да, не на одно какое-то, а на много, либо на много видов пищи, либо и на пищу, и на лекарства, то есть множественная вот такая аллергия, этим людям тоже нежелательно прививаться. По остальным случаям, в случае каких-то хронических заболеваний, нужно обсудить этот вопрос со своим лечащим врачом. Распределять вакцину по городам и районам будет Министерство здравоохранения. Если в этом году будет хорошая активность вакцинации, то будет приобретена дополнительная партия препаратов. В обществе сложилось разное мнение по поводу вакцинации. Одни считают, что прививка действительно эффективна для иммунизации против сезонного гриппа. Другие же относятся к вакцинации скептически. Но специалисты все же настоятельно рекомендуют прививаться. Прививаться нужно, потому что грипп тоже является тяжелым достаточно вирусным заболеванием. Многие люди не верили в ковид, да, было такое. Многие люди считали, что это вот легко перенесем, оказалось, не у всех легко перенесем. И грипп точно так же переносится у кого-то легко, а у кого-то с выраженными осложнениями или, не дай бог, с летальным исходом. Но если при ковиде дети болели очень легко, им фактически не прививали, и как бы не требовалось стационарное, практически не требовалось, были отдельные случаи, да, но так, чтобы массово не требовалось стационарное лечение, то при гриппе тяжело болеют и детки. Потому и брали так вакцину, чтобы с 6 месяцев ребеночка можно было привить, чтобы ребеночек не заболел. Единственное, что хочу сказать. Для выработки иммунитета требуется 14 дней. Поэтому очень желательно привиться вот в октябре месяце, не тянуть до ноября и дальше, потому что в ноябре у нас могут, не обязательно пойдут, но могут пойти первые случаи заболевания. Поэтому откладывать я потом, а потом может случиться так, что человек привился, пошел куда-то в компанию и заразился гриппом, а выработка иммунитета еще не закончилась. И вот тогда заболевание может протекать тяжело. Вакцинация начнется уже на следующей неделе и будет проходить в городских и районных поликлиниках. Специалисты рекомендуют после прививки до выработки антител ограничить посещение мест массового скопления людей. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Департамент внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы передал в дар Горской средней школе мобильные лабораторные комплексы по физике и биологии, а также компьютерное оборудование. Подробности в репортаже Гугуцы Вардания. Уроки физики и биологии в столичной 10-й школе станут еще интереснее. Теперь на занятиях будет применяться современное оборудование. Департамент внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы передал в дар Горской школе лабораторные комплексы, а также компьютерную технику. Данные модули передвижные, рассчитаны на то, что эти устройства можно передвигать из одного класса в другой. По тому, что насыщено в этом модуле, уже с первого взгляда видно, что все разложено по отдельным частям, по контейнерам, что доставляет большое удобство для педагога. То есть по разным темам можно выбирать уже подготовленное, собранное оборудование и составлять лабораторную работу. Наша школа проводит лабораторные работы, поэтому нам очень необходимо было иметь именно вот
эти устройства. Делать нужные подарки учащимся образовательных учреждений республики для Департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы уже стало доброй традицией. В разных школах оснащаются библиотеки, компьютерные классы. Поступила заявка 10-й школы о том, что необходимо приобрести определенное оборудование. И в этом году получилось подарить 10-й школе 2 лабораторных комплекса, один из которых по биологии, второй по физике. Вот. Ну и получилось так, что вчера был, мы так не планировали, но получилось хорошо. Вчера был День учителя, и вот как бы можно связать два эти события. И очень хочется надеяться, что это будет таким достойным поспорьем для того, чтобы естественные науки в 10-й школе развивались еще лучше. Все это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве между правительством Москвы и администрацией города Сухум. В первую очередь, конечно, хочу поблагодарить правительство города Москвы в лице руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергея Евгеньевича Черемина, всей его команды, а также весь коллектив Дома Москвы, который здесь непосредственно на месте занимался организацией всей этой работы. Поставка сегодняшнего оборудования лабораторного для физики и для биологии является следствием того соглашения, которое подписано было в июле текущего года между правительством Москвы и администрацией города Сухум, и является трудом большого коллектива, в том числе и Департамента международных отношений, и Дома Москвы, и является прямым следствием того, что в свое время администрация города Сухум подготовила запрос того, какое оборудование в первую очередь необходимо для общеобразовательной 10-й средней школы. На этом этапе мы получили лабораторное оборудование, чуть позже будет еще другие виды оборудования, необходимого для детей. А самое важное, что нынешнее мероприятие сегодняшнее, оно позволит поднять образовательный процесс на качественно новый уровень в соответствии со всеми современными требованиями. Заместитель главы администрации города Сухум Леон Кварти выразил уверенность в том, что сотрудничество между Сухумом и правительством Москвы продолжится и в других сферах. Гогу Савардания, Налач Хинжери, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Представительство Россотрудничества в Абхазии объявляет о приеме работ для участия в конкурсе журналистов «Взгляд-2023». В материалах, созданных в разных жанрах, должна отображаться тематика российско-абхазских отношений. На состоявшемся заседании оргкомитета обсудили детали и внесли новые предложения. Последний день приема заявок – 29 октября. Желающие могут направить свои работы на электронный адрес Россотрудничества, который можно найти на официальном сайте или же принести в офис организации. Конкурс направлен на журналистское сообщество для того, чтобы представить лучшие работы в направлении абхазско-российских отношений. В этом году у нас есть небольшое отличие от прошлого года. В прошлом году мы делали, это был наш первый опыт, и мы выпускали, скажем так, те работы, которые были отмечены, они были отмечены памятными призами, подарками. В этом году к нам присоединилось еще, оно и в прошлом году было соорганизатором посольства России здесь, но в этом году посольство Российской Федерации, так сказать, решило усилить свой компонент, и поэтому у нас будет специальная, скажем так, номинация на лучшую работу, которая будет поддержана в виде финансовой грантовой поддержки тех людей, которые победят. Сроки у нас, к сожалению, маленькие, то есть мы до 29 октября должны работы все собрать, но это будет, вот как мы сегодня обсуждали в рамках нашей первой встречи, это будут работы, направленные на лучшую информационную, публицистическую, аналитическую часть, это будет лучший репортаж, это будет лучший очерк, это будет дебютские работы, то есть это самое для молодых журналистов, и это будут фоторепортажи. То есть вот по вот этим направлениям. Движение троллейбуса номер 2 Маяк-Тхубун временно приостановлено в связи с ремонтно-восстановительными работами по улице Ардзинба, сообщает пресс-служба столичной администрации. Уточняется, что троллейбусы на Маяк не будут ездить еще 3 недели. По улице Ардзинба перед республиканским стадионом уже поменяли водопроводные трубы и прочистили канализацию. Сейчас меняют ливневки, после чего будет уложен новый асфальт.
8 октября на Абзыбском ипподроме состоятся скачки на Кубок президента Республики Абхазия. Запланировано 7 заездов на разные дистанции. Также наездники покажут свое мастерство в конно-спортивных состязаниях, таких как конный футбол и метание дротиков. Конно-спортивный праздник начнется в 9 часов утра. Зрители абхазского телевидения смогут посмотреть скачки в прямом эфире. Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорту и Федерация конного спорта Абхазии. И в завершении выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в выходные дни 7 и 8 октября на территории Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу ночью и утром местами кратковременный дождь, гроза. В воскресенье без осадков. Температура воздуха ночью плюс 11-16, днем 19-24. Температура морской воды плюс 24. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.